Подъезжая к пункту назначения, машина нашей съемочной группы оказалась в снежном тупике. В итоге, чтобы добраться до Соснового Бора, пришлось ехать в объезд, а это больше 25 километров. Здесь было 1,20 м, вот видно, да, что Амкадор нам ее прочистил, но за выходные ее замело. Был сильный снег. Сосновый Бор – это очередной коттеджный поселок под Казанью. Пока здесь живут 10 семей. Как говорят, трактор здесь появляется редко. К домам путь прокладывают сами жители. Лопатой это нереально откопать было, потому что снег был прессованный. Если вчера было 70 сантиметров снега, вы видите, да, мы с мужем как смогли, мы дороги откопали. Выйти невозможно было, даже пройти невозможно было по пояс. Вот нанимали трактор, чтобы выехать на центральную дорогу за свои деньги. Поездка в таких условиях – испытание даже для опытного водителя. Если ехать на большой скорости, то можно повредить авто. Машина от такой дороги рассыпается. Вот противотуманка отвалилась, я уж про бампер не говорю. Как видим, что пройти здесь даже пешком довольно сложно, не говоря уже о том, чтобы проехать на машине. Отмечу, что некоторые просто оставляют свои авто поодаль от домов. Ну и местные сетуют, случись что ни скорая, ни пожарные не смогут сюда доехать. Это кратчайшая дорога до соседнего поселка Конь. Там и магазин, и ФАП, школа, и детский сад. Но по ней не пройти, не проехать. Остается объездная дорога через Кулаево и Пестрецы. А это 50 километров туда и обратно. Это бензин, время и нервы. Ольга Сарсенбаева со своей дочерью о садике забыла практически на всю зиму. В большинстве случаев остаемся дома, чтобы не рисковать и где-то не застрять еще и пешком. Потому что мы шли тогда, наверное, по пояс было снега точно. Это очень далеко. Но мне приходится ездить на машине и делать такой круг. Я не считаю, что это нормально. Как отметили в исполкоме района, короткая дорога до села Конь не носит статус официальной. На сегодняшний день дорог на данной территории как объектов не существует. Сформированы лишь земельные участки под эти дороги. Но так как Сосновый Бор – это проект частного девелопера, достигнута договоренность, что очистку от снега данной территории осуществляет тоже он. Продажей участков в Сосновом Бору занимается девелоперская компания МИГ. Нам пояснили, очистка территории действительно за ними. С техникой тоже бывает форс-мажор, то есть техника иногда ломается. Это отвечая на вопрос по поводу частоты чистки дорог. Мы работаем в компании и реализуем земельные участки в данном поселке. Соответственно, нам для показов тоже необходимо проезжать по этим дорогам. Соответственно, мы регулярно их чистим. Да, действительно, бывают задержки, но объясняю то, что не всегда погодные условия позволяют это сделать. Кто-то ведь должен эту чистить дорогу, вести социальную жизнь какую-то должны же люди. Конечно, кто будет в сельской местности жить? Никто не будет. То есть немного просим просто, чтобы когда нас тут за 1,20 м закопало, нас откопали бы, и основная дорога, потому что там фельдшер, там магазин. И как стало известно, пока мы готовили этот репортаж, уборочная техника приехала в поселок. Рамиль Галиуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Пестричинский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.